Всем салям алейкум. Мы продолжаем наш клибопад, обзор, точнее, клибопада. И сегодня я еще не знаю, что мы посмотрим, но мне кажется, что уже есть у меня определенные мысли и догадки. Недавно буквально вышла работа Наримана Балича, это наш аккордеонист, который, в принципе, довольно-таки усердно и успешно выпускает клипы. Я еще не делал ни один обзор на его клип, но они все очень достойные, они все, скажем так, яркие и чувствуется бюджет в этих клипах. Поэтому давайте посмотрим его последнюю работу, которая буквально недавно она разместилась на Ютубе. Я еще вообще ее не видел, даже ни одного кадра, и поэтому будет интересно посмотреть. Я знаю, что ее снимал Эмир Алиев. Это очень хороший оператор, это full frame, ну то есть по съемкам я его знаю. Работа очень достойная у него, всегда хорошее качество, поэтому я думаю, что сегодня и в этом клипе тоже будет что-то подобное. Поэтому давайте смотреть. Нариман Балич. Ага, 5 дней назад Риян и Нариман Балич. Хайдасен. Опа. Ну, слушайте, традиционно хорошие просмотры. За 5 дней 16 тысяч просмотров. Вообще у Наримана очень хорошие просмотры. Поэтому я думаю, что уровень ожидания довольно-таки высокий. Ну, давайте будем смотреть. Ну, Shells Home, доступная мебель, это у нас что? Это у нас реклама. Значит, у нас Shells — это реклама этого клипа. Поэтому должно быть еще и бюджетно. Интересно, смотрим. 3.43, в принципе, довольно-таки стандартный размер. Keyfim yok, başım karışık, yüreğim sızlay. Sensiz canım kalbime bağlay. Neredesin, hayırdesin, haydasın, hayda. Aç sevgilim, cevabın var mı? Nerede, hayırda. Sanki asıl yoksun ömrümde. Zihnimde, fikrimde, tek senin adın var gönlümde. Keyfim yok, başım karışık, yüreğim sızlay. Sensiz canım kalbime bağlay. Neredesin, hayırdesin, haydasın, hayda. Aç sevgilim, cevabın var mı? Bakışını hiç unutmay, yüreğim aklım unutmay. Düşüncelerim beni kıynay. Başından belki başlarmız, birinci günge haydarmız. Kalbimde sevgi yaşar. Yüreğimde yara var, yürek sensiz çıdamay. Sevgin yürek devalar, sen devala. Sensin bakışın şifadır, tebessümün ilaçtır. Tek sen yoksun yanımda, gel yanıma. Keyfim yok, başım karışık, yüreğim sızlay. Sensiz canım kalbime bağlay. Neredesin, hayırdesin, haydasın, hayda. Aç sevgilim, cevabın var mı? Keyfim yok, başım karışık, yüreğim sızlay. Sensiz canım kalbime bağlay. Neredesin, hayırdesin, haydasın,
Так, что-то у Наримана такое лицо грустное, как будто бы он сам не знает, где главный герой. Так, значит, что у нас тут в ролях? Эскендер Талибов, Энвер Талибов, Равшан Абдулкадыров, оператор Эмир Алиев, а вот здесь вот я за вот этой плашкой не могу дальше там прочитать. Там, по-моему, какая-то конная история. Ну что могу вам сказать? Ну, слушайте, есть моменты, давайте будем заново смотреть и буду комментировать. В принципе, есть на что сказать. Есть что сказать, скажем так. Так, ну, экспозиция, да, то есть то, где происходит событие, такое классическое открывание, открывашка клипа Ах-Хая, легендарное место, много его знают, это уже такое, знаете, как визитная карточка Крыма. Смотрим. Так, ну, первое, вот вообще, честно говоря, вижу коней, вижу какую-то амуницию, сразу лайк. Но дело в том, что я немножко погружен в эту военную историю, да, немножко в свое время мы интересовались этими вопросами. Здесь есть проблема. Если вы хотите сделать исторический облик, то его нужно делать до конца. Нельзя делать какую-то, знаете, половинчатую историю. Вот шапка, допустим, да, такие шапки были у лучников, абсолютно нормальные, классные, но луки по форме похожи, ну, естественно, это, скорее всего, современные аналоги. В принципе, на рукавах все это дело есть. Ну, по одежде, по накидке такие вопросы, потому что у лучников не было таких накидок. У них были свои такие плотные халаты, которые не стесняли движения. Ну, то есть были свои моменты, да, свои нюансы. Ну, хорошо. Давайте в это не погружаться, чисто визуально, допустим, оценивать видеоряд. Смотрим, что происходит. У нас есть кони, у нас есть лучники, да, условная пара лучников. Смотрим, они куда-то собираются. Вот так, кстати, луки не носили через плечо. Я не знаю, откуда это взялось. Ну, может, для удобства просто, но такого не было. Красивое место, такое пустое. Это очень, скажем так, очень частый такой прием, когда ты хочешь показать пустоту, минимализм, какую-то красоту. И я, честно говоря, когда увидел вот это вот пространство, я знал, что девушка будет в красном. Почему-то это первое, что хочется сделать, одеть героя в красную, героиню в данном случае в красное платье, и тем самым выделить ее в таком пустынном, ну, в общем, в этом пустынном месте, скажем так. Не могу слово подобрать. Ну, вот здесь сразу же, вот что бросилось в глаза, да, это баланс белого, немножко неправильно сведенный. Прошу прощения за эту докапку, наверное, да, но здесь холодное, там теплое. При всем уважении это делается просто, вот баланс белого не соблюден, и мне сразу это бросается в глаза, но это, скорее всего, профдеформация, поэтому не будем к этому возвращаться. Видите? Теплее, холоднее, теплее, холоднее. Так, ну интересная деталь. Дело в том, что вот таким образом стрелы помещали в сапоги, да, для быстроты, для удобства атаки. Действительно так делали, но дело в том, что я весь клип ждал, когда же начнется атака, когда же начнут стрелять со стрел, но этого не произошло, как по мне кажется, это грубейшая ошибка, потому что люди, всадники, да, конкретно в этом клипе всадники были наготове вести бой. Но боя не произошло, они просто... а на самом деле воины никогда так на стреме не ездили. То есть если они из точки А в точку Б добирались, у них все это дело было сложено, да, правильно размещено, специальные были кармашки для луков, специальные кармашки, колчаны для стрел, и все это дело размещалось. А вот такой вот боевой порядок, когда стрела в сапоге, там уже было и больше, и 3, и 5 стрел, это конкретно уже для ведения боя, для быстрого доступа. А здесь боя не было, поэтому я считаю, что это ошибка. То есть во мне разбудили ожидания, которые не случились.
Ну вот, смотрите, видите, человек скачет, всадник, да, вот, который посередине сейчас едет, у него лук в руках. То есть, по идее, он готовится к атаке. Ну, как будто бы, знаете, это не придирка, это просто действие, которое не было совершено. Это, условно говоря, как я, допустим, тянусь за ручку, и следующее — это открывание двери, а я просто тянусь, и ничего не происходит. Да? То есть это первый шаг, второго шага нет. Но и тут же я понимаю, что это не просто сделать, там какие-то выстрелы, какую-то борьбу это изобразить. Да, это все бюджетно, это все затратно, но опять же, вы сами на это пошли, да? Sanki asıl yoksun ömrümde, zihnimde, fikrimde. Tek senin adın var gönlümde. Keyfim yok, başım karışık, yüreğim sızlay. Sensiz canım kalbime bağlay. Niye yerdesin, hayır desin, haydasın hayda. Açık verim, cevabın var mı? Что там Нариман без настроения? Обычно он улыбается, а здесь он действительно сам, по-моему, переживает за главного героя. Bakışını hiç unutmay, yüreğim aklım unutmay. Düşünceleri Ну вот тут еще такой момент. Смотрите, они скакали в одну сторону, да? А сейчас скачут в обратную сторону. И у меня складывается впечатление. Вот смотрите, они скакали, потом была ночь, привал, и они, получается, уже возвращаются. То есть я так понимаю. beni kıynay. Başından belki başlarmız, birinci günge haydarmız. Kalbimde sevgi yaşar. Ну, и игра Наримана всегда супер. Кстати, откуда взялась клетка? Мы видели 3 скакунов, которые скачут, и клетки у них не было. Пошла раз. Yüreğimde yara var, yüreksizsiz çıdamay. Буду утром. Sevgin yürekte bağlar, sen de bağla. Sesin bakışın şifadır, tebessümün ilaçtır. Tek sen yoksun yanımda, gel yanıma. Keyfim yok, başım karışık, yüreğim sızlay. Sensiz canım kalbime bağlay. Niye yerdesin, hayır desin, haydasın hayda. Açık verim, cevabın var mı? Keyfim yok, başım karışık, yüreğim sızlay. Sensiz canım kalbime bağlay. Niye yerdesin, hayır desin, haydasın hayda. Açık verim, cevabın var mı? СМС-ка, зарплата капнула. Вообще, на самом деле, приятная работа. Мне очень нравится композиция Наримана Балича. У него действительно просто первоклассное исполнение аккордеоном. И сам трек нормальный. Ну, понимаете как, я не очень как бы любитель такой музыки, потому что так бывает, так складывается. В принципе, нормальный трек такой свадебный, на свадьбу куда-нибудь, да, там на общий танец, там какой-то танцевальный. Довольно-таки ритмичная музыка, все. Ребята Джигита отлично поскакали, я знаю,
как это снимается, как это довольно-таки тяжело снимается, потому что что-то подобное мы когда-то делали. Алды, может быть, помнят, это клип Камыгры Бездагиль, да, и там мы тоже скакали, но это, конечно же, на порядок хуже было снято. Далекий 2012 год, но работа оператора хорошая, то есть я оценил крупные планы, саму скачку, все это дело я вижу, мне понравилось. То есть в этом плане все нормально, все хорошо. Единственное, что вот там есть моменты по свету, по пересвету, по балансу. Не знаю, с чем связано. В принципе, такие вещи, которые довольно-таки быстро исправляются. Ну, в общем, вот такая вот работа. В принципе, детали есть, трек есть. Не скажу, что меня прям раскачало. Такая нормальная, хорошая, добрая работа. Поэтому хочется пожелать Нариману, чтобы он еще дальше выпускал свои клипы. В принципе, он один из немногих, кто стабильно их выпускает. Там у него очень хорошие работы есть, которые набрали вообще какие-то серьезные просмотры. Поэтому Нариман молодец, выпускает. Я просто желаю ему, чтобы он не останавливался и продолжал выпускать свои музыкальные клипы и радовал нас своими интересными работами. Ну, что ж, сегодня мы завершаем этот выпуск. Эта работа не участвует в конкурсе клипов, не знаю почему. Поэтому вот так. Подписывайтесь на этот канал, на Музмыз. Здесь мы будем выкладывать больше обзоров на клипы. Мы будем комментировать эти шедевры музыкальные. И я думаю, что что-то интересного, что-то общего мы с вами найдем. Всем пока.